Ассаламу алейкум. Меня зовут Ислам Ершов, и это информационная программа «Неделя». Я и мои коллеги расскажем вам о самых заметных событиях прошедших 7 дней. Но сначала коротко о главном. Безопасность Родины – приоритетная задача. Глава региона провел совещание с силовиками, в ходе которого представил нового советника-помощника по силовому блоку. Кадыров Хамзат назначить на должность советник-помощника по силовому блоку. В республике отметили День чеченского языка. В торжествах по этому случаю принял участие и Рамзан Хаджи Кадыров. О том, как развивается республика, и о приоритетных задачах на этой неделе говорили и в Москве. Глава региона провел там ряд встреч, одна из которых состоялась с председателем правительства страны. Хочу пожелать удачи и держать все на личном контроле. Как вы это делаете, Рамзан Хаджи? Обязательно. Стартовал ежегодный телевизионный фестиваль-конкурс «Синмехалаш-2023». Участники со всей республики соревнуются на лучшее знание чеченской культуры, обычаев и традиций. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Магомед Саралиев. «Инна Аллаха ма'аллазина аттакау валлазина хум мухсинун». Шехкир шхилбоши лайштани тханушун баша Аллах дал. «Ва ман яттакиллаха ядж'ал лаху махраджа ва ярзукуху мин хайсу ла яхтасиб». Шехкир шхилбоши лайна تبين خلبول بال سينجتم خلوة تيجا تندقح دوتش أغور أتبالغ أتسينجت مشا حل وقرهم با الله دال شهقيش خلوشي لي ويرزقه من حيث لا يحتسب شهقيش خلوشي لي تندقح دوتش أغور تنشور دنيا رزق وردهم شا الدنيا رزق تنتعان وردهم شا با الله دا تنميل ديز فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون شهقير أقيرش ديك عمل نخل بوناخ По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. Хамзат Кадыров назначен на должность советника-помощника главы Чеченской республики по силовому блоку. О своем решении руководитель региона сообщил в ходе совещания с силовиками. Встреча была посвящена вопросам укрепления безопасности и проведения специальной военной операции. Лидер региона отметил, что не сомневается в скорой победе России и призвал всех приложить для этого максимум усилий. Подробнее в следующем сюжете. Сегодня Чеченская республика – один из самых безопасных субъектов нашей страны. Никаких предпосылок террористической угрозы не наблюдается. На территории региона реализуется ряд мер по их предупреждению. Об этом в ходе совещания рассказал начальник управления Федеральной службы безопасности России по Чеченской республике Игорь Кочнев. Первый вопрос: как у нас ситуация в республике Дон? Есть опасения Дон? Уважаемый Рамзан Ахмадович, обстановка стабильная, задачи, которые поставлены Верховным главнокомандующим, директором Федеральной службы безопасности, службы выполняются, взаимодействие организовано. Не должно быть и намека на угрозу терроризма, говорит глава региона. Он призвал усилить взаимодействие между силовыми ведомствами. В этой связи был назначен новый советник-помощник по силовому блоку Хамзат Кадыров. Таких явлений у нас вообще не должно быть. Надо быть более бдительным. Надо усилить взаимодействие. Я сегодня принял решение, Кадыров Хамзат назначить на должность советник-помощника по силовому блоку. Чеченская республика с первых дней специальной военной операции принимает в ней активное участие. Региональным общественным фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова закупается все необходимое для военнослужащих. Подразделения оснащаются новейшей техникой и оружием. Сначала этой кампании закупили 700 тонн автомашин. Спецподразделения оснащены самым новым технологией. Сейчас больше укрепляем Национальную гвардию. И я думаю, что то внимание, которое уделяет нам Виктор Васильевич Золотов, директор Национальной гвардии, заслуживает уважения. Если так все остальные тоже занимались бы, то еще было бы хорошо. У нас дополнительно, после того, как объявили свободу, дополнительно увеличили штаты.
Это тысячи сотрудников, которых оснащены по слову техники. Рамзан Хаджи Кадыров заверяет, что любой приказ Верховного Главнокомандующего будет выполнен точно и профессионально. Владимир Путин все эти годы помогал возрождать и развивать регион. И именно он поддержал первого президента Чеченской Республики в проведении судьбоносного референдума 2003 года. Поэтому долг команды Ахмата Хаджи Кадырова – оправдать доверие президента, говорит глава региона. Ислам Ершов, Аслан Висхаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». В республике отметили День чеченского языка. Во дворце торжеств имени Дагуна Амаева собрались представители власти, общественники, языковеды и историки. Праздник посетил и Рамзан Хаджи Кадыров. Он отметил, что к сохранению и развитию родного языка в регионе проводится масштабная работа. Репортаж Мухаммада Жамалуллейлы. Вот уже на протяжении 17 лет 25 апреля отмечается как День чеченского языка. Этот праздник был учрежден указом главы Чеченской Республики. В 23 году объявленным годом чеченского языка. Он отмечается по-особенному. На чествование родного языка все чиновники собрались в национальных костюмах. Главный гость мероприятия – глава Чеченской Республики. В своей речи он поздравил чеченский народ с Днем чеченского языка и отметил, что для его сохранения руководством проделана большая работа. Он также отметил вклад чеченских бойцов, участвующих в СВО и защищающих родину, в том числе и родной язык. لازين شيري ترى أعيوش بول شيري ترى أنا إتيار دون ويدون نوشي كان تودون أعيوش دون دال دنيا نقولش أدم دون شيء غلقشتي شيء عادة شيء دون هو رنا دون نيس بول نقابلنا نيس نق دون دليل وجن خير بول ديك بول قيتنا دون ورانسي سنة سي دون يسنس دون أتصواش خير بول دون بواقع نعمل حش ديل بارتيو دون شيطان بارتيو على وديل بارتي عدو دون سن ديل بارتي دون بوصل دون دين دون أدمل لري دون قاعيك ديش خلر دقات الدنيا نشوفين خزة دوش طلهمش وين خيش وين مجر دوش طلهمش مجوش ويك دون يطلع إيرش دون هم دوش طلهمش دون دعاء وشوي قوم يتصدقيد وش مجر دوتي حقيت أربل بياحول كنتي دون سيرازو دا أربل دويل دال وش لربول دون ماشطل دون تشبيه كامرت لونه باصر دون جرز دون موش مارش باش شيء دوزل شوين دايمك طول من ديل بركاش مخبرز سنتبرز بولش مخبرز بولش. Республиканские конкурсы, круглые столы, рекламные баннеры на родном языке и книги на чеченском – это лишь малая часть того, что проделано за этот год. Полный доклад перед присутствующими зачитал руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов. غيش لوش تماتكن كي برن كي تشيرن جون هارلت لاتش اندرن بلش بوداوش رايون ني غال ني كوشتش كمتكن عيد لو قوتش بو نوشي موتن باخر خوشنا يوح شور بارجورن ليدن بلش داهي توش بانر شو شين تاع نوشين شيرش دشني معنا شغوش ويرسي متي غوتشتن نوشي موت عالش برنا قيورن بارجورن عالش وانسا اشتقوا من كولتوريخ دايما خدوزل دايترن تون إستوريخ خلتشن سيبوسر تحوج وين شاغين تحاجين ديش تيبن تيماتيكن يولو قوس دلرشدو كلاسني ساعتش قيتوش قيورن قميلشدو نوحشي موت عالش برن خيورن غلقش ديتسري ديش دايحنا غورغ ستويلش علما практически конференциш лекциш семинарш. Главе республики вручили обновленный словарь чеченского языка. Абузар Айдамиров – один из самых известных чеченских авторов. Театральная постановка, которую здесь показывают сегодня, смогла передать собравшимся все важные события из его жизни. Ахмад Хаджисо, гутра. Ваши балх мухбутун. Дух хакмаш бözен сон. Нохчичах совет айдал долш султ эха. Ишчи қомх доглуш.
Ибалнах бухмах халга дакерч калвекш. Цаавайн вац. Да, это будет. Амин. Песни на чеченском языке в исполнении народных артистов завершили торжественное мероприятие. Мухаммад Жамал Лейла, Малик Мурзаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В Грозном прошел 12-й Всероссийский съезд фтизиатров. В церемонии открытия приняли участие Рамзан Хаджи Кадыров, директор Национального центра фтизиопульмонологии Минздрава страны Ирина Васильева, заместитель министра здравоохранения России Андрей Плотницкий и другие почетные гости. В своих выступлениях делегаты отметили большие успехи Чеченской Республики в профилактике туберкулеза и других инфекционных заболеваний. Подробнее в следующем материале. 12-й съезд фтизиатров России в этом году проходит в Грозном. Событие имеет огромное значение как для республики, так и для всей страны. Оно поспособствует выведению профилактики туберкулеза на новый уровень. За последние годы сфера здравоохранения республики претерпела значительное улучшение. За счет слаженной и грамотной работы удалось снизить смертность в регионе. Важной задачей остается повышение уровня квалификации специалистов в области медицины, говорит Рамзан Хаджи Кадыров. Я горд, что площадкой для проведения этого съезда был выбран Грозный. За последние годы сфера здравоохранения республики вышла на совершенно новый уровень. Благодаря проделанной работе удалось снизить показатели смертности. Наша республика на 5-м месте по наименьшей смертности от туберкулеза среди всех субъектов России. Мы понимаем важность борьбы с туберкулезом. Наша республика уделяет достаточно внимания этому. Сегодня для нас важной задачей остается постоянное повышение уровня квалификации специалистов медицинских учреждений. Делегаты отметили огромную роль руководства республики в борьбе против туберкулеза и других инфекционных заболеваний. За весомый вклад в этой области Рамзану Хаджи Кадырову вручили кубок фтизиатров и диплом президента фтизиатров России. Хотела бы отметить роль вашей новой команды в борьбе с туберкулезом. Ведь за последние годы в Чеченской Республике действительно произошел просто прорыв в достижении поставленных целей. А ваш личный пример, в частности, в проведении профосмотров, позволил Чеченскую Республику вывести просто в лидеры по охвату профосмотров. И я уверена, что нашими общими усилиями под вашим руководством Чечня будет одна из первых республик, которая будет свободна от туберкулеза. Позвольте еще раз вам выразить огромную благодарность от нас всех. И вручить вам от имени наших российских фтизиатров диплом президента съезда фтизиатров России, а также памятный кубок от фтизиатров России. Деятельность Рамзана Хаджи Кадырова направлена на развитие каждой сферы региона. Сегодня под его командованием идет борьба не только с инфекционными заболеваниями, но и с международным терроризмом, заявляют почетные гости. Слова благодарности в адрес главы республики прозвучали от заместителя министра здравоохранения России Андрея Плотницкого. Разрешите передать слова приветствия и благодарности от министра здравоохранения Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора Михаила Ильича Мурашко. Действительно, вы личным примером показываете образ служения народу, образ служения Родине и личным примером показываете, каким образом нужно относиться к людям. Это касается не только фтизиатрии, не только отношения к медицине. Неоценима ваша личная роль в сегодняшней истории как государственного деятеля, который сражается не только с инфекционными болезнями, но и с идеями неонацизма и фашизма. Та гуманитарная помощь, которая идет от республики в новые наши субъекты Российской Федерации, та теплота, которую чувствуют люди, это пример для всех нас, для всей страны. Вы своим примером показываете отношение к традиционным духовно-нравственным ценностям. От всей души, от всего коллектива Министерства здравоохранения, от всех нас, я уверен, что для каждого из нас сегодня быть в этом зале вместе с вами большое жизненное событие. Мы желаем вам крепкого здоровья, побед в жизни, и чтобы Бог помогал во всех ваших добрых делах. В завершении Рамзан Хаджи Кадыров поблагодарил заместителя руководителя секретариата главы Чеченской Республики, куратора региональной сферы здравоохранения Хутмат Кадырову за высокий уровень организации съезда фтизиатров. Ислам Ершов, Аслан Висхаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя.
Рамзан Хаджи Кадыров провел ряд рабочих встреч в Москве. Он встретился с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, директором Федеральной службы войск Национальной гвардии Виктором Золотовым, директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым и руководителем администрации президента Антоном Вайна. Рамзан Хаджи Кадыров отметил, что на встречах обсуждались вопросы внешней и внутренней политики, а также проблемы международного характера. Также глава региона встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. На 2023-2024 годы запланировано строительство еще 35 школ на 23 тысячи мест. Главной задачей на ближайшее время является предупреждение рисков возникновения третьей смены. Надеемся, что правительство России в дальнейшем продолжит финансирование строительства новых школ. Кроме того, в 2022 году построено 6 детских садов на 900 мест. В Чеченской Республике полностью ликвидирована очередность в детских садах и обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей до 7 лет. В 2023-2024 года в рамках различных программ запланировано строительство 13 новых школ, детских садов, в которых будет создано 1500 мест. Еще вы показывали мне вузы и идеи, связанные с открытием филиалов высших учебных заведений. Я думаю, что это тоже очень важная сфера, которой вы уделяете повышенное внимание. Хочу пожелать удачи и держать все на личном контроле. Как вы это делаете, Рамзан Ахматович? Обязательно, не подведем. Кроме того, у главы республики состоялась встреча с вице-премьером России Александром Новаком. Он высоко оценил работу руководства региона, направленную на социально-экономическое развитие. Также обсудили меры по повышению надежности электросетевого комплекса. Рамзан Хаджи Кадыров рассказал о планах реализации инвестпроекта по модернизации предприятия «Чеченцемент». Представители Минтуризма Чеченской Республики, гиды и другие специалисты обсудили актуальные вопросы отрасли и планы на летний сезон. Совещание прошло на базе комплекса Кизиной-Ам. Участники отметили, что как таковых проблем в сфере туризма не наблюдают, а те, что есть, оперативно решаются. Так, например, еще недавно здесь не хватало заведений общественного питания, поэтому было решено открыть точку фастфуда на 35 посадочных мест и кафе с национальной кухней. وين بتشانس وين تيجي زاد شغل رئيس ولد العالشولي شون ودا مغلها وين 100% شقة دهقان وكي تشدو توين مهارة جي تش رئيس بو ديل أيتن دول نبو وين تبيلن بول وشق بهقان قطع دا مغلها سبيرو ما وين حتى تجدو أدم دا لا خذ حاجة لا ومتكش لا هندا شونا برسي دوغمتكش نو أستنا شيء خذ واضح شو. За сезон, пока мы отдыхали, бездействовали, за все время, пока наша республика является таким вот важным объектом туристическим, какие-то вопросы назрели. И вот сегодняшнее совещание позволило нам объявить, рассказать руководству этого комплекса о недочетах, о том, что можно было бы улучшить, что можно было бы сделать с тем, чтобы мы могли самым лучшим, еще более достойным образом представить и Чеченскую Республику, и весь колоссальный потенциал нашего региона. В Грозненском центре образования имени Ахмата Хаджи Кадырова отметили День чеченского языка. Учащиеся продемонстрировали знания родной речи, исполнили песни, рассказали стихи, подготовили сценки. Активное участие приняли внуки первого президента республики, а ведущей выступила внучка Ашура Кадырова. Поддержать ребят пришли начальник департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова и заместитель руководителя секретариата главы Чеченской Республики, куратор сферы здравоохранения региона Хутмат Кадырова. Десятки людей в Японии приняли ислам в месяц Рамадан. А в некоторых штатах США Ид-аль-Фитр официально стал выходным днем для учебных организаций. Об этих и других новостях из мира мусульман расскажет Элиза Тасуева в рубрике «Умма». В Японии подвели итоги за Рамадан. В этот благодатный месяц тысячи людей иных конфессий смогли ознакомиться с традициями ислама. В Токио на территории одной из мечетей проводились открытые ифтары. На них смогли присутствовать последователи других религий. Некоторые из них стали мусульманами.
Некоторые штаты Америки официально учредили Ид аль-Фитр выходным днем для учебных организаций. Этому поспособствовал директор отделения Совета по американо-исламским отношениям Салейдин Максуд. Он считает, что дети не должны представать перед выбором между религиозным праздником и успеваемостью в школах. Большой процент мусульман Малайзии совершают намаз в неверном направлении. Об этом стало известно после проведенных исследований Ассоциации астрономов. Проблема в том, что люди фотографируют михраб мечети и устанавливают изображение у себя дома. При этом утрачивают настоящий ориентир. Сейчас над устранением этой неприятности ведутся работы. В американском штате Миннесота за последнее время подожгли несколько мечетей. Последняя святыня была охвачена пламенем в день празднования Ид аль-Фитр. Серию пожаров расследует местная полиция совместно с ФБР. Проводится опрос свидетелей и проверяются камеры видеонаблюдения. Мусульманское сообщество крайне обеспокоено. В честь окончания священного месяца Рамадан жители поселка Бисерт Свердловской области оказали гуманитарную поддержку нуждающимся. Представители мусульманского предприятия «Соломон» доставили в дома обездоленных продукты питания. Стоит сказать, что данная исламская организация была создана в 2021 году и с первого дня всячески оказывает помощь тем, кто в ней нуждается. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. Учащимся математической школы номер 1 рассказали о правилах безопасного поведения в интернете. С помощью мультфильмов учеников ознакомились с цифровой грамотностью. Мы сегодня работали с учениками 8 класса, и мы посмотрели такие ролики, как сетевая этика, кибербезопасность в сети, цифровой баланс, авторское право и права потребителей. Дети много чего узнали, потому что многие с этим сталкивались, у них уже был опыт у некоторых, поэтому благодаря этим роликам они еще узнали, как правильно и что нужно делать в каких-то ситуациях, если ты сталкивался с этим. Поэтому было очень полезно для детей. Такие уроки для школьников с 1 по 11 классы проводятся с начала 2023 года во всех регионах страны. Они входят в проект «Цифровой ликбез», который организовали благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и некоммерческая организация «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. Главная цель – защитить детей от киберугрозы. Данный проект реализуется при поддержке в рамках поддержки федеральных проектов. Это развитие кадрового потенциала IT и регионального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Мы очень рады принимать участие в таком масштабном и ценном для российских школьников проекте. В наше время дети и так, скажем так, с ранних лет увлекаются интернетом. И польза данного проекта именно состоит в том, чтобы научить этих детей безопасному поведению в сети интернет. 126 велосипедов получили подростки в Грозном. Такой подарок для них сделал региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова за то, что они совершали утреннюю молитву в мечети весь Рамадан. Призы передали представители духовенства и Министерства Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. Сегодня мы раздаем велосипеды детям до 15 лет включительно, которые посещали утренний намаз в течение всего месяца Рамадан в нашей прекрасной мечети «Сердце Чечни» имени первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. И как всегда, ежегодно эти подарки были предоставлены фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова, многоуважаемой Имани Нисиевной. Дети, получившие свои подарки, выразили слова благодарности. Каждый Рамадан sonuç hazırlık behtel alada sayıyorlar elçine işte başarım zanahmat elçine dagmeli için der sayıyor çok hazırlık geçiyor dikayo ve başan dere sulhar elçin dere sulhar din Ramazan ve har soç odik veli küdal sayıyor. В регионе стартовал ежегодный телевизионный фестиваль-конкурс «Синмехалаш-2023». Первый тур начался в станице Калиновская Наурского района. Путевку за выход в следующий раунд разыграли команды из Грозненского и Шелковского муниципалитетов. Организаторами мероприятия традиционно выступили Министерство культуры Чеченской Республики и ЧГТРК Грозный. Сюжет Абдуллаха Батаева.
Актовый зал полностью заполнен. Через считанные минуты команды из Грозненского и Шелковского района начнут свои выступления. С их состязания начинается первый тур ежегодного фестиваля-конкурса «Синмехалыш». ميخلش دخيو صندل ميخلش أسكيجي شان يوزي ترعامه هو شرع شيء كل نمينات جو أيوش اشتحدوش دو تدام لا. Конкурс состоит из 5 номинаций. Первая – это вокальное творчество. Обе команды исполняют известные народные песни. Вторая номинация – литературно-музыкальная композиция. الكونكورس شوف وجيتلنيو وين تقعورن هر يوخ هر خلشي وين пойди خربوش конкурс شوكش выступление что интересное дух бершна тидамбир кокум. Сейчас участники выступают в третьей номинации. Она называется «Чеченская традиционная культура и этика». Команды показывают по одному номеру, после чего жюри оценит их по пятибалльной системе. В состав жюри входят выдающиеся деятели культуры, искусства и литературы Чеченской Республики. Они оценивают конкурсантов по ряду критериев, среди которых исполнительское мастерство, качество фольклорного материала, соответствие и использование национальных костюмов, а также сценическая культура. قوم سينما خلي دوق دا غلقي بوسب دين إيمان نقشي غلق عادة إيش باصني عادات إيش دو حدو عادات إيش ثانية عن خورش حدو شنو صندل أوت قيت مش أوت قيت ميجورش كح خاصن كيجيرش قيت وش كيورتسع شوز لغة صار إيجوج يلو شيء بيس خليلي سين خليلي يإلي أورش خليلي يه قي خليلي إذا إسبح لي إيه لقردوش خليش إسبح لي أغور دوح تعديت عن قيق مش بيت عن غوكلوش دات إسبح لي إيه حيس بي يوت إدو جوزل جيتر إبوهم جيتر خارش جيتر. Четвертая номинация называется «Кладезь чеченского языка». В ней участвуют по одному человеку от команды. Перед жюри они демонстрируют знание родного языка. Рема, табун лошадею. Рем, баж и бежниш. Участники выступают в последней номинации «Декоративно-прикладное искусство». Наступило время огласить результат. По итогам суммарного количества набранных баллов побеждает команда Грозненского района. Коллектив проходит в следующий тур. Шукалский кластер Тобно, Схабе, Притбале. Грозненский кластер Тобно, Схабе, Притбале. Для всей команды нашей, конечно, эта победа очень много значит. Мы много работали над этим, исправляли наши ошибки, мелкие недочеты, и в конечном итоге все пришли к тому, что мы победили. Это очень много для нас значит. И мы надеемся, в дальнейшем мы пройдем дальше, иншаллах. С Грозненской квашт команду Каруса с интересом удалят хадош хана, что решит на победу. Конкурс «Синмехалыш» проводится с 2009 года и успел полюбиться многим телезрителям. Большую пользу он приносит подрастающему поколению, ведь его главная цель – сохранение и развитие национального культурного наследия чеченского народа. Абдулла Батаев, Адам Михаев, «Неделя». Дешириевские чтения-2023. Под таким названием прошла научно-практическая конференция в Чеченском государственном университете имени Ахмата Хаджи Кадырова. Доктору филологических наук, кавказоведу, советскому и российскому лингвисту Юнусу Дешириеву в этом году исполнилось бы 105 лет. В честь этого события в учебном заведении собрались доктора наук, ректоры академии, известные на всю страну лингвисты. Они обсудили методики исследования и сохранения языков народов России. За последние 1,5 века вымерло 15 языков, из них половина в постсоветский период, то есть процесс ускоряется. Существует в настоящий момент 155 языков, из них совсем на грани исчезновения около 10% языков, это значит, что остались только носители преклонного возраста, при этом подавляющее большинство не на грани,
но движутся в этом направлении. Исчезают или находятся под угрозой исчезновения, это почти 2/3 всех языков. И в том числе сюда входят и многие языки, вроде бы защищенные статусом государственных языков республик. Относительно благополучны 19% языков и вполне благополучны лишь 7%. Ну и в этой аудитории мне приятно сказать, что чеченский язык входит в категорию вполне благополучных. Большая делегация из Челябинской области посетила Чеченскую Республику. В ее составе представители законодательной и исполнительной власти, культурных центров и бизнеса. В Министерстве по национальной политике, внешним связям, печати и информации их принимал руководитель ведомства, помощник главы региона Ахмед Дудаев. Гости вручили ему особый подарок. Это златоустовское оружие, которым знаменита область. Республику сегодня посещает большое количество гостей, туристов. И тенденция хорошая, ежегодно на 50% примерно увеличивается количество гостей в республике. За прошедший год почти 300 тысяч человек посетило наш регион. Мы этому радуемся. Как мы всегда подчеркиваем, радуемся, потому что на протяжении долгого времени мы не могли принимать гостей у себя в республике из-за военных конфликтов, как мы знаем. Но сегодня, хвала Всевышнему, много гостей у нас в республике. Как говорит Рамзан Амач, если вам все понравится в республике, если у вас будут только положительные впечатления, эмоции, это заслуга наших предков. Если что-то не понравится, это наша вина. Представители регионального отделения Союза женщин России познакомили гостей с культурой и старинными традициями региона. Нам многое рассказали. Мы впечатлены. Частичку Чечни мы увезем, конечно, с собой в сердце. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество, оно будет развиваться, и мы вот этой вот поездкой сможем как-то укрепить наши взаимоотношения. В Грозном наградили лучших знатоков чеченского языка. В Доме печати участники состязались в написании диктанта на родном языке. По его итогам жюри определило 4 победителей. Участникам, допустившим наименьшее количество ошибок, передали дипломы и памятные подарки. Мероприятие организовал Центр подготовки и переподготовки работников СМИ. Конкурс приурочили к 100-летию газеты «Даймох» и к году чеченского языка. سيج خايتنا جو خسيتر هون دعشة ويا نخشي موت ويا تعبيبات ويا موخ تعبيبات داي موخ موت قام إيش درجات عنده يقع وينا تيرق تعهم لدرا درش وش دخولي وادات إيش درجات عني وين دير شمش طوش تل شارخ بول شانو أحسو خيري أجم صن دقعداتر دلاحة أتقوس مع داقلاتر إذا برقصن طولم أقوى تلفزيون ترخا اتسواحة سويدي أشخوخلر صندوق ما غيتر دال ده بيركتيو هو كويزن ديلا. Презентация книги «Тюрен Индахах» прошла в Грозном. Автором исторического романа является Супян Байсагуров. В описываемые описываются события, происходившие в XIII веке. Поздравить автора собрались коллеги и друзья. Новому писательскому труду дали высокую оценку. Презентация состоялась в Национальной библиотеке Чеченской Республики имени Абузара Айдамирова. قطش بيشة تواخستقو نحشو يجيبتيا سيريا بتشلت ناو ترخين يريتشرا بتشلت ناو إيوه ناخن ووزيت يشيو بوش إيش بوش قامشكر يحاوى قن تبر زودقا مش تعرفوا يوش يازينايو يسين إشتيهمش تدش خوش دوش نحا يبوه تبولش أي نسو دكزاتش تعطيشم تيتور يسين كردات إتشرح دويخو استعجين ليخ يسون كرادير دال إقيل أستيها ينوختو على تعدش عربي تو إستوريكو يزدن كرادينا إذا هو إسلامسكي إنستيتوت يقوشتيتنا أقوى دابولير إسا سين كرахтишел душ мэрвя. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю. До встречи.